Чтобы помнили. В селе Татарский Умыс Качкуровского района в торжественной обстановке открыли памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Оттуда на фронт ушли более 100 человек. Жители собственными силами организовали сбор средств. И спустя годы долгожданное событие состоялось. Кроме того, там прошел сельский сабантуй. Перед торжественным открытием памятника читают молитву об упокоении правоверных воинов-мусульман. В годы Великой Отечественной войны из села Татарский Умыс на фронт призвали 120 человек. Вернулись 23, погибли и пропали без вести 97. Они доблестно сражались, беззаветно трудились в тылу. Тысячи памятников по всей стране напоминают о войне. Память о прошлом – наши дела в настоящем. На памятных плитах имена тех, кто сложил головы, приближая великую победу. Открытие памятника павшим воинам, защитникам Отечества – это яркое свидетельство заботы сельских активистов, муниципальной власти к ветеранам войны и их ратному подвигу. Приятно и отрадно приветствовать и благодарить вас сегодня за тот поступок, который является примером для многих и молодых поколений, которые должны чтить память и молиться за тех людей, которые отстояли нам свободу, отстояли духовные ценности. Возведение началось с инициативы рядовых граждан. Они предложили собраться и подарить своей идее жизнь. Были моменты, когда, честно говоря, я переживал. Как сказал полководец Суворов, с миру по нитке солдату рубаха. И мы сделали вместе с вами это дело. Альхамдулилля, большое вам всем спасибо. Кто помог рублем, кто рублем, кто физической силой, кто-то добрым словом окрылил. После открытия не менее масштабное событие – сельский сабантуй. Разные угощения, яркие костюмы и национальный колорит культур. Праздник окутан обрядами и традициями. Это настоящая жемчужина национального духа. В Татарском Умысе готовятся к празднованию сабантуя. Это древний праздник, посвящен весенне-полевым работам, собирает обычно много гостей. С 8 утра приступили к приготовлению плова. Добавляют 25 килограммов мяса, столько же лука, моркови, щепотку любви и своей души. Через несколько часов вкуснейшее блюдо будет готово, и им будут угощать всех желающих. Пока одни готовят, другие развлекают гостей. Вначале восхваляют главного труженика земледелия – коня. Вот он, красавец с бубенцами и полотенцами, с охой своим хозяином. За активную гражданскую позицию многие сельчане были отмечены грамотами и ценными подарками. Все довольны, дай Бог Рафаиле Визгенде здоровье, самый-самый лучший человек он у нас. Нашему хазрету Рафаилу Сирачу большое спасибо за организацию такого. Мы такого еще первый год. У нас были сабантуи, но маленькие. Это он нам создал все это условия. Желаем счастья, здоровья, мир, во всем мире было мир. Все готовили прямо, все хорошие наши национальные татарские блюда готовили. Очень Все хорошо. готовили. В завершении праздника – песни, пляски, угощения вкуснейшим пловом. Анастасия Ведяева, Сергей Надин, Вести Мордовия, Качкуровский район.